Нас не выпускали, был карантин. Ко мне приходили врачи, измеряли 2 раза в день температуру. Началась паника, и меня забрали в больницу. В подъезде стояли военные. То возникла ситуация с вирусом. Я в последнее время живу в Китае, работаю, закончила вуз. Недавно нашла работу и решила остаться там поработать. Есть такой портал онлайн о Гуанчжоу для иностранцев. Мы пишем о событиях, которые проходят в городе, о новых ресторанах, кафе, заведениях, выставках, потому что Гуанчжоу город промышленный, и проходит очень много выставок. Вот мы информируем именно иностранцев, нацелены на них. То есть вы работаете в сфере СМИ? Да. То есть это считается средством массовой? Да, конечно. Вы сейчас недавно приехали? 11 февраля прилетела. 11 февраля прилетели. Да. И как часто вы здесь бываете? Раз в год стабильно стараюсь прилетать на китайский Новый год. В этом году я немножко задержалась, потому что возникла ситуация с вирусом. Нас не выпускали, был карантин. В Китае? В Китае, да. Продержали 21 день, и потом я смогла вылететь. В чем заключался карантин? Какие там были условия? Мы сидели дома, нам приносили еду специально обученные люди и измеряли... Или службы специальные, если... Это китайский ваймай, просто доставка еды, называем ее ваймай. То есть, чтобы вы не выходили, главное, не выходить. Никаких контактов, да. Измеряли температуру, следили то, чтобы не выходили из дома. Ну, собственно, все. Докладывать надо было о своем самочувствии. А кому докладывать? Специально. Службам? В каждом доме, даже не доме, а подъезде стояли специальные волонтеры, врачи, военные, и ты заполнял бланк по температуре, кашель и другие симптомы, которые у тебя есть. И, к сожалению, они у меня появились. Появились? Да, я сидя дома, они у меня появились, и я запаниковала и решила уезжать домой, когда уже закончился. И что произошло после того, как обнаружили температуру? Ну, я, получается, сидела карантин, и потом только вылетела. Пролетела в Москву, в Москве нас проверили. Не, ну имеется в виду, когда вы заболели. А обратили же на это как-то? Да, взяли анализы, сказали, что все нормально, вируса нету, лечись, пей водичку горячую с имбирем. Вот, да. И после... И так 21 день дома? Да. И после вам разрешили вылететь? Вылететь, да. А вы заранее предупреждали какие-то службы о том, что вы собираетесь за границу? Не было проблем в аэропорту? Проблемы были у всех проверяли. Нужно было заполнить огромную кучу бумаг о том, что куда ты направляешься, сколько ты планируешь там находиться, конечный маршрут, номер телефона, как с тобой связаться, если вдруг. Вот. Я заполнила все добросовестно. Не стала подделывать ничего. Да, я социально ответственный гражданин. И вы прилетели в Москву? Да, в Москву. Что в московском аэропорту? Что дальше? В московском аэропорту мне немножко не поверили. Мне сказали, иди куда шла. Не поверили чему? Ну, что у меня кашель, и что это, сказали, температуры нет, и все, свободно. Я, получается, ждала пересадку 18 часов, и потом прилетела в Грозный. В Грозный я прилетела, меня встретили друзья. Мне сразу, может, часов через несколько позвонили, представились здравоохранением Чеченской Республики, попросили сидеть дома и ждать врача. Позвонил Кто-то позвонил, да, на мой номер. Да, и сказали сидеть дома, приедут врачи из первой поликлиники, будут наблюдать за моим здоровьем. Нет, а вот как, я имею в виду, вот вы прилетели в Грозный, потом, я имею в виду, вы прям будучи в аэропорту вам позвонили? Нет. Поехали чуть попозже. Время. Да, меня встретили, повезли домой, и уже потом позвонили. И что сказали? Сидеть дома, выдерживать 14-дневный карантин. Да. И я сидела дома, ко мне приходили врачи, измеряли 2 раза в день температуру. И где-то через дня 3 у меня поднялась небольшая температура, началась паника, и меня забрали в больницу. В больнице меня лечить начали сразу. От чего вас лечили в больнице? Пока мы не знали от чего, лечили от всего подряд, от вирусных инфекций. Но потом мне нашли пневмонию. Уже лечили. Пневмонию? Да. А так вышло, что пневмония – это основной, главный симптом коронавируса, но все обошлось. И сколько ты лечилась от пневмонии? В больнице я провела 17 дней. А сколько длился карантин в целом?
Ну, мне его продлили вот до 17 дней, потому что у меня долго не спадала температура. Но меня изолировали, я была одна во всей больнице, во всем Изначально какое-то время провела дома, Да, а потом забрали в больницу. да, И дополнительно там то есть, лечилась 17 дней. да. То есть меня забрали, по-моему, 15 или 16 числа, и вышла я 5 марта. И что сказали потом? Дальше должны быть какие-то проверки дополнительные, может Нет. обследоваться еще раз. 26 февраля из, получается, Новосибирской военной лаборатории пришел результат о том, что у меня нету вируса этого. И, собственно, все выдохли со спокойной совестью. И мы закончили лечение от пневмонии, мне выдали выписку, снимки, все. И написали, что я здорова. Выдали результаты этой лаборатории. И я здоровая, вернулась домой. Волновались? Очень. Что ты чувствовала в этот момент? Были в самой какие-то подозрения? Может, Конечно, я очень да. впечатлительная была, и мне много подписчиков писали, так прямо очень гневно писали, зачем я приехала сюда именно из Китая, и что я всех позаражаю, что я военное бактериологическое оружие. Ну, короче, были люди, которые меня, конечно, поддерживали, но я переживала, что я могла кого-то заразить. Вот я переживала, что это все могло так пойти снежным комом, и я буду главным виновником этого всего. Но обошлось. Так что... Какие у тебя дальнейшие планы? Как долго ты еще будешь в Чечне? Я планирую пока оставаться. Возможно, у меня получится что-то с работой. И в Китай я не собираюсь. Мне запретили родители пока возвращаться в Китай. То есть получается, что перед тем, как прилететь в Россию, ты ушла с той работы? Мне начальник намекнул, что иностранные специалисты, у которых зарплата в 4 раза больше, чем у китайцев, сейчас пока не нужны. Страна в кризисе. Намекнул. Намекнул. Очень так по-китайски намекнул. Вот поэтому я поняла, что пока, наверное... И ты сейчас будешь работать? Ищешь работу здесь? Да. В какой сфере? Что-то с людьми. Хочу работать с людьми, чтобы была социальная активность. Вот. По профессии? Скорее всего, да. Ну и чтобы еще иностранные языки пригодились. 我在这边好喜欢车臣共和国，环境管理都我们非常喜欢合成，所以我现在要说谢谢你们的合作，注意你的身体健康，洗手，谢谢。